Ритм, грация, ни одного лишнего движения. Все это бальные танцы. За всем этим великолепием скрывается огромный труд спортсменов и их наставников. Гора новостей находится на Кубке России 2023 по спортивным танцам на колясках, которые проходят впервые в Уфе. В столицу республики приехали сильнейшие спортсмены из 16 регионов страны. Башкортостан представляли участников из Белорецка, Стерлитамака, Белебея, Туймазов и Уфы. Спортсмены республики завоевали золотую и серебряную медаль. Руслан, как ты увлекся этим спортом? Я пришел в этот вид спорта 4 года назад, мне его посоветовали мои знакомые. Они пригласили меня посмотреть на то, как здесь спортсмены занимаются. Я заинтересовался этим очень сильно, у меня загорелись глаза, и вот я уже 4 года здесь, прямо сейчас на Кубке России по танцам на колясках в городе Уфа. Но чтобы достичь таких результатов, конечно же, во-первых, нужна хорошая физическая подготовка, сила, упорство и, самое главное, желание идти до конца. А вы знали, что у спортсменов по бальным танцам на колясках даже есть специальные коляски? Это кресло отличается от обычного. Оно намного прочнее и легче. У него есть специальные ремни, чтобы закреплять спортсменов, ручное управление и надежные тормоза. Также у спортсменов на коляске есть своя категория, она называется комби. Это когда один партнер танцует на коляске, а второй танцует на ногах. Танцоры выступали в 16 официальных дисциплинах и по 11 развивающимся. А еще танцы помогают при реабилитации атлета, ведь это сложный координационный вид спорта. Милана, ты так энергично двигаешься, вообще не боишься упасть с коляски? Так упасть, конечно, можно, но если обратись очень сильно назад. А раз, что коляски, они могут, как роботы, их может переделать, и они переделаны на удобную форму. Всего спортсмены разыграли 18 комплектов наград в официальных дисциплинах. В Кубке России приняли участие дети, юниоры и взрослые. Этот вид спорта продолжает набирать популярность в стране. Так, Кубок России по танцам на колясках проводится в 4-й раз. Мелочей здесь нет, все придумывается задолго до соревнований. От энергичных танцев до мельчайших деталей в костюмах. Злата Пензина, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.